Нет, потому что я не казахская. Она сейчас вот при записи идет, говорит, замуж. Потому что я не имею казахской крови. Может, поэтому. Я не имею повышенного работы. Может, я одета не так. Я думаю, нет, вы уже тут межнациональную роль. Вот это и было. Моего ребенка. Потому что он, во-первых, якобы они все говорят, вот к этому мы и пришли. Почему? Потому что я вам хочу сказать. Это уже интересно. Да. Когда ребенку сказали, что он не умеет на казахском разговаривать, тогда зачем вы его взяли? Надо было сказать, мы не возьмем. Он не знает казахского языка. А какие попытки со стороны вас идет, чтобы он изучал государственный язык? Вы дома с ним беседуете? Я, например, на казахском не знаю, моя мама русская, но она была казаковедом. Сейчас разговариваем с вами. Я могу тоже разговаривать, я пытаюсь, стараюсь, я готова изучать. Я это понимаю, да. Я хочу изучать, я изучаю. Да, он знает казахский, но он когда он был даже в садике, да, он ши даже говорил. Казахша садике бар ма? Да, он хорошо разговаривал. Отлично. С одного годика он спался. На каком языке с ним разговариваете? На русском. На русском. Зачем? Потому что он не понимает на казахском языке. Это только бытовые слова на русском идет, а когда материал... А не надо говорить, надо все равно продолжать. Не может продолжать. Саня Анатольевна. 2 класса должен был закончить. Но почему-то мы закончили первый класс. Да, Саня Анатольевна, я вам сказал, Нет, ну если не умеет, заставьте. Даже не надо с ним на русском разговаривать. Не умеет, говорите на казахском. В садике там никто на русском не разговаривал с ним. Он приходит домой, а нашим... Я подала ребенку, чтобы на казахский язык казахский научился, с государственный язык переводил. Да. Для чего я говорю? Они орысша сөйлейсіз. Даже со мной разговаривать. Сабақ қазақша өтеді. Сабақ қазақша өтеді. Кейбір түсінбейтін сөздері бар. Мен орысша... Мен түсінгенім бойынша бұл жерде былай ғой, мәселенің бәрі тілде болып тұрды. Баласы жаңа мемлекеттік тілді, қазақ тілін білмейді деп отырсыздар. Жаңағы ата-ана болғанда анасы ғой жаңағы. Сания Анатольевна. Оның мақсаты орыс класс ашу деп жаңа өзіңіз айттыңыз. Бірінші қазір оны айтпайды, қазақша оқытамын дейді. Бұрын айтқан болатын. Бірінші келгенде айтқан, содан кейін енді ол кісіге де ей қой деген адамдар болған көрінеді. Ол бірінші келген кезде сөйтіп келді. Неге бұл жерде жоқ деп. Қазір өйтіп айтпайды. Содан сол қарсыластық пайда болды, сол араларыңызда сол қарым-қатынас. Менімен қарсы емес. Менің үстіме ол мына 1 мамырдан кейін жазды. Жалпы мына жаңа сіз спонсорлық демеушілік көмек көрсетіп жатырмыз дейсіздер. Жалпы сомасы қанша болды ол? 600 мың ба? 600 мыңдай теңге сіз өзіңіз демеушілер тауып балаға көмектесіп отырсыз ғой сонда. Соның өзінде сіздің үстіңізде 100 шақты арыз жазып отыр. Например, 6 уроков, из них 4 казахского, 2 русского. Например, грубо говоря. Было бы, наверное, и знали бы и казахский язык, и русский вперемешку. То есть, все же... Ну это не в их компетенции, это министерство решает. Можно предложить сделать. Если мой ребенок такой, зачем другую школу обострять или там еще что-то? У нас... Нет, вот в Астане вы слышали, да, это вот такой же конфликт был. Хотя в казахской школе вот 3-4 родителя пришли и сказали тоже требовали, чтобы русский класс. Это не мои требования. Тогда там зачем одна родитель угрожала тем, что позовет Путина. Она была казашкой по национальности. Өйткені ол өзі түсінбейді. Және өздері өзара орыс тілінде сөйлеседі. Одан кейін сыныпта отырған кезде жаңағы балалармен де қарым-қатынасы өте қиын жаңағы баланың. Өйткені ол орыс тілде сөйлейді, балалар орыс тілін түсінбейді. Ол қазақша түсінбейді, сонымен екі ортада балалар бір-бірімен келіспей қалады. Көбіне балалармен жаңағы досы жоқ. Сыныпта досы жоқ сол себепті. Они орысша сөйлейсіз. Қазақша. Даже со мной разговаривать. Сабақ қазақша өтеді. Сабақ қазақша өтеді. Кейбір түсінбейтін сөздері бар. Мен орысша аударамын обязательно. Без русского языка Все хорошо. Может, даже если он понял, некоторые есть аналогичные слова. Моя мама же была казаковедом, она никогда на русском языке не разговаривала. Она на казахском. Не поймешь, она другим этим способом шла. Это педагог. Правильно? Педагог может найти любой. Поэтому я и говорю, меняйте педагогов. Сейчас перешел на 2 класс. Он 3-й должен был перейти. Саня Анатольевна, давайте вот... Понимает он? Понимает, да.
Может. Успеваемость какая же успеваемость? Успеваемость, вот спросите, вот что она скажет сейчас. Сейчас Қандай қай баға оқиды? жоқ, бірінші сыныпты бітірген бала, оған жақсы деген біз баға береміз. Ну, Когда сказали это? Кто Это сказал? мне врач-невропатолог сказал. Из-за этого якобы он сам как бы не виноват, а гипофиз как бы вот, ну, кушает, как бы просит так. Примерно по простому народному человеческому. Нет, вы как себе это представляете? На какие средства она должна вам? А на какие средства вы сделали травму в школе? Ну, Вы вот здесь находитесь Нет, сейчас. вы же заявление писали, У вы вас же не есть смогли кабинет? доказать же. Я еще буду дальше доказывать, я сегодня в суд подавать буду. У Ну, вас... тогда через суд можно взыскать. Нет, еще будет дальше, скандал будет большой. Я буду открывать большой скандал, пока не уйдет директор с этой школы. Меня никто не Это заказывал. требование у вас одно, директор ушел и все. Если бы он сейчас решил, директор, он должен быть директором, руководителем, он должен решить над учителями, он должен сделать контроль, он не должен допускать детей против ребенка, а он уже все допустил. Недопустимое допустил. Те же самых 75 учителей, она имеет свою, как бы сказать, как она называется, не манипуляция, как она еще называется? Влияние. Своим влиянием она сделала все. Против ребенка. Мой ребенок здесь боится. Посмотрите на учителя, как он агрессивно сидит даже. Моего ребенка сейчас приведите, он будет прятаться сейчас под партой за нее. Или ее будет бояться. Почему дети боятся? Если мой ребенок не казах, то мы не можем быть казахстанцами. Вот честно скажите, мы казахстанцы. Никогда Мы любим свою родину. так вам мы не говорим, Мой не отец, скажем. мой отец ветеран. Он воевал, как и все другие ветераны, за Казахстан, за нашу свободу. И мы казахстанцы. Пусть мы не казахи, но мы казахстанцы. Ну, это, конечно, Даже я буду рада, если в национальности будет мы казахстанец. Ну, вот это самое главное. И я горжусь тем, что я казахстанка. И мой ребенок тоже должен быть казахстанцем. Почему в Украине украинский язык учат? Почему в Англии английский все знают? А наши в Казахстане на русском даже, ну я понимаю, русский это тоже второстепенный, ну, два языка. Но мой ребенок, он решил быть государственным язык изучать, он должен изучить. Пусть даже наполовину, тогда сделайте где-то русские половины класса, тогда хоть один класс полурусский, полуказахский. предложение будет. Ну да, например, математика Чтобы на язык русском, например, или там русский язык, там что там, казахский. Казахский усиленно казахском. Напополам сделайте тогда. Один класс Вы можно... хотите, чтобы этот русский класс открыли, да? вот Нет, не то, что русский. Предложение рисовать. Двойное, двоякое. Если бы, да. Вот, например, смотрите, Если не будет математика на русском, а геометрия на казахском. Русский язык там на русском, да, вот этот, рисование на казахском. Чтобы ребенок, ну как двойное, чтобы ребенок и русский, и казахский знал. Я не хочу, чтобы он чисто русский знал, например. Это, вот, как бы сказать, вообще у нас нету такого. А вообще было бы классно, если бы были бы вот эти, и больше напряг, ну, как бы, больше акцент на казахский. То есть, вот, например, 6 уроков, из них 4 казахского, 2 русского, например, грубо говоря. Было бы, наверное, и знали бы и казахский язык, и русский вперемешку. То есть, все же... Ну, это не в их компетенции, это же министерство решает. Вы Можно знаете. предложить сделать. Если мой ребенок такой, зачем другую школу обострять или там еще что-то? У нас... Нет, вот в Астане вы слышали, да, это вот такой же конфликт был. Хотя в казахской школе вот 3-4 родителя пришли и сказали тоже Если русскоязычные. требовали, чтобы Я не русский требую, класс это не мои открыли. требования. Тогда Там зачем она... одна родитель угрожала тем, что позовет Путина. Она была казашкой по национальности. Слышали, да? Нет, я это не слышала. Вот она тогда на русском... Конфликт был. А зачем тогда она на русском разговаривает? Если это не русскоязычная школа. Если ваш ребенок не понимает... А зачем вы его взяли тогда? Зачем вы его взяли? Вы привели в нашу Я школу, привела, он сам написали выбрал. заявление. Вы мне сказали, что он выбрал нашу школу. Он сам выбрал. Да, Я хорошо. говорю, ты сможешь. И что вы Мне не надо имеете было против писать под меня и школы? под меня. Я не против школы. А не надо было сказать, давайте вот так вот. Сейчас на казахском пусть поговорит, да, вот, перед нами. Пусть это... Ничего же этого не сказали. Меня же не уведомили, не сказали же, что он не сможет, не потянет. Ну скажите мне тогда, А не имеет, потянет. имеет ли право кто-нибудь сразу в первый день говорить? Вы могли Нет, бы на казахском закон, говорить. Тохтан, Если вы знали, что есть я закон. русскоязычная, правильно? Нет, закон Какой бы есть. закон не был, надо было... Язык обучения выбирает родитель. Я не выбирала. Я сказала, сынок, Вы выбирай, пришли, больше школы. нет, Ну, казахскую именно эту школу. выбрал 3 раза.
Вы пришли в казахскую школу, у нас обучение на казахском А языке. разговариваете на русском? Енді қазір мен сізбен сөйлесіп отырмын ғой. Нет, со мной ладно, но с ребенком. Я с Тогда ребенком- зачем вот русский язык? Я с ребенком. Тогда зачем она разговаривает на Есть русском? вопрос. Вот екінші классқа барып отыр ғой қазір. Он уже 2 класса Балаңызда закончил. изменение бар ма? Нет, он 2 Қазақ класса тіліне не деген? закончил. Вы Он знаете, закончил что первый этого класс. нет, ничего она не дала. Ничего не дала. Неправда. Поэтому я хочу, чтобы она Неправда. Нет, так не нельзя дала она говорить. ничего. Если он на казахском не умеет разговаривать, в садике он как разговаривал, вы бы слышали. У меня есть вот эти некоторые вот Это видео, Саня он Анатольевна. чисто разговаривал. Я еще так, он даже путал меня. Например, я сижу, он анашим, ши. Я даже его не понимала. Я от него училась. А теперь наоборот А забыл. теперь наоборот забываю казахский, я научусь. Там сөйлесе алмаймын. Ну хорошо. Если ты учитель, Ну, педагог, может. то разговаривай. Хочешь ты, не хочешь, дорогой мой ребенок там или кто там, обойди эти слова, если не понимает, поговори по-другому. Это же педагог. Вы же мне вот объясняете. Вы же сами сказали, ребенок решает, ребенок читает. Он у меня даже не решает знала. сам. Что? Нет, он решает сам, что я имею в виду со школой, да. Да. Разве мы ничего не сделали? Вы же сами Вы сказали. же сами 2 класс его заставили 7 месяцев учиться. Зачем? Вы меня послушайте, вы сразу с первого дня сказали, что ребенок умеет все. Мы Он развиваем умеет этого все. ребенка. Я вам объяснила закон. У нас были. Я вам объяснила закон. В первом Ты классе. с учителями. Я сказала, как мой ребенок? Я говорю, сможет, потянет. Она сказала, потянет. Я несколько раз учителя его проверяли. Я говорю, Я может, вам вы еще что? раз говорю, сейчас, во 2 классе, вот он в 1 четверти будет учиться, его знания Во 2 будут, классе. смотрите, да, будет обучаться во 2 классе, учителя будут оценивать, будут ставить оценки, И его и выгонят педсовет, быстренько. Сразу я вам говорю. и педсовет примет решение, может Видели? перевести его сразу в 4 класс. Это не Ардак Мухамеджановна решает, Он это во 2 решает классе, Гульмира Апай в каком классе? какая? Где он травму получил? В каком она классе? Гульмира Апай. Во 2. Ну, а как он упал, и до сих пор справки нету. Мне справку еще не дали даже. Кто дал? Мне- Кто должен дать Смотрите, мне 27 справку? апреля мой ребенок падает. Мне сказали, что строгий мы поехали в больницу. Больница нам... Камерада бар, жазылған. Это случай Ну, записан же на он же упал камеру. в кабинете. Он же не упал дома. Он в тот же день, в тот же Скажите, день, если у вас вся эта офис, камера. есть у вас офис, вы если там поломаете руку или ногу, кто виноват? Вот честно. Кто? Производство. А если в школе произошло? В садике? Не было травмы, был, Это доказано? был Смотрите, участковый, теперь случай. изъял, Сейчас мы будем. изъял. Смотрите, я расскажу. Сейчас Камера бар, камерада соның бәрі жазылған. Участковый приходил и забрал эту камеру, посмотрел, завел дело. 4 дня все вот это вот смотрели в эту камеру профиль Иван-Фас. Потом состава преступления нет, это дело Ну, закрыто. потому что у меня же мужа нету адвоката. Не трогайте У меня мою же нет семью. РОВД. Не надо трогайте. врать. Не- Он Я- работал в РОВД в этом, начальник. Ну и что? Это его люди подчиненные были когда-то. Это А были. теперь давайте я расскажу. Ребенок падает, Да, травму получает. но, знаете, Ардак Мухамеджанов, сколько угодно про меня говорите, но семью не трогайте. Ну, я вас я вашу убедительно семью не прошу. трогаю. Мой Я вам говорю. супруг, Который только не принимает даже честно, мои заявления. честно. Я один из них, потому что он начальник адвоката. Я как инвалид прихожу, у меня есть запись. Я говорю, можно написать заявление? За мной дверь закрывают, выгоняют меня. Как самого последнего человека. А Как теперь собаку. вы это, насчет Теперь я вам ребенка. расскажу. Вот. 27 апреля происходит эта травма. Они прибегают все и говорят, что он споткнулся. Еще пишут, не споткнулся. Ну, думаю, ну если споткнулся, ладно. Ребенок говорит. Вечером начинается у нас концерт. Головные боли, опять же, эти рвоты. Я думаю, ну ладно, наверное, переутомился, там что-то переел, да? Опять начинается рвота. Мы едем в нашу больницу. Ну, через день, через 2 где-то. Едем в больницу, когда увидела соцработник у нас вот эту шишку. А он же лбом падал, ну как бы ударился резко. И обратно поднялся. И подняли его как мешок картошки. Не как ребенка, а вот так вот со всей этой. Я видела по видеонаблюдению. Приходим туда. Как говорится, бестолковщина не мелочи, и часто меры нет. 8 крестили девочку, назвали ее ответ. Почему? 6 врачей проверяли моего ребенка, все заведующие с реаниматологом, сказали миозит шеи. Я не поверила, потому что пульс пошел 150. Давление начало подниматься 137. Я говорю, здесь что-то не так.
Через час я выпросила машину, как экстренного больного мы повезли его в ГРЭС. В ГРЭСе нейрохирург заведующий посмотрел и сказал, у вас закрыта черепно-мозговая травма. Что я его на скорой попью? Или дома, когда у меня соцработник дома, который подтвердит, что он видел, как он в обморок 2-3 раза перед ней упал. Теперь мне ставят закрытая черепно-мозговая травма, мне ставят сотрясение головного мозга, ушиб лобной части. В этот же день до этого времени приходит участковый. Видит, что миозит шеи, я тоже думала, что миозит шеи. Конечно, я думаю, что претензий не имею, правильно? Вы, как любой родитель, также напишите, правильно? Через час я узнаю, что у него ЗЧМТ. Почему после этого участковый не пришел? Почему он не стал разъяснять? А именно по видеонаблюдению в кабинете он летит и падает как мешок. То ли его толкает, то ли он сам падает. Я не знаю. Я не могу утверждать. Теперь он должен был прийти и сказать, у вас ЗЧМТ. Давайте заново. Он это не сделал. Класста болды ма осындай жағдай? Это в кабинете во 2 классе. Он заходил в класс и айтсаңызшы. Оны мұғалім итерген жоқ. Мұғалім жаңағы. А какой мугалим? Если она учительница, скажите, спросите, кто? Соны айтып ғой мен. Класста болды ма құлап қалдың? Жоқ, класста болғанда ол классқа кіребеш жерде болған ғой, ол сырттан келе Опять же, жатқан. Ішеміз деп жаңағы қасында мұғалім екеуі. Это Сералиева Гүлмира апайды шақырып береді ғой. Вот, почему? А теперь спросите, почему Гульмира? 27 апреля. Просто для интереса. И мои все слова поставить на свои места. То есть вот этот журнал, он будет журналом. И давайте подтвердим, что журнал это и есть журнал. Почему Гульмира Апай, спросите, она была? Почему вот она была? Если он нет 2 класса. Скажите, почему? О чем? Гульмира Апай, почему была с моей Вот я сейчас расскажу. И тогда я говорила, во время урока, вот о котором вы говорите, сейчас вот педагог пришел, пусть она расскажет. Вот Я Гульмира Апай, вот она. Какой Да. класс? Мен өзім 3 класста сабақ беремін. Мен арасында балаға кірдім сабағына. Подождите, куда кормилась, если там другие дети были? Другие дети после обеда мен сабағым. Мен до обеда келдім 1 сағатқа балаға. Келдім арасында қол ұшын беремін, көмектесемін апайларға. Келдім сабағымды өтіп шығып едім, бұл бала Нет, сабақ асханаға жаңағы жүгіріп шықты 11:20-да. 10:20-да кірдім, 11:15-те шықтым. Вы же обучали? Да, мұғаліміне жаңағы сабағын баланы табыстайын деп едім, бала столовыйға асханаға жүгірді, соқ құйып алуға. Содан баламен бірге барып едім, менің жаңағы коридорда оқушылардың көзінше мен қолымды бұрап, бала деген тілі алмай қолымнан шығып жүгірді. Соны құйып алды да, одан 2-ші этажға қарай қайтып жүгіріп келе жатқанда қолымнан ұстап едім, тәрбие завучы алдымнан кездесті дағы. Сен неғып апай тыңдамайсың деді. Неғып бағынбайсың мұғалімге деп еді. Тұра қалды бала, тұрып, одан мен қайтадан ұстап алдым да, екеуміз бірге лестницадан шықтық. Тура лестницаға шыққан кезде бала менің қолымды сілкіп жіберді да есікке қарай жүгірді. Ішінде жаңағы мұғалімі Ләйла апай болды, және оқушылар болды. Оқушылар какого класса были? 2-ші класстың А мой ребенок где был? 2-ші класста отырды сол кезде. Слушай, Да. Иә, сонымен сол кезде жаңағы бала табалдырыққа шалынып жығылған кезде солғы жерге құлады, шашылды. Сонымен артынан жүгіре кіріп жаңағы баланың қолынан тұрғызып алдым баланы. Соны мына кісіге мен айтып едім, жоқ сен менің баламды итердің деп жала жауып міне. 3 ай 4 ай болды, осы әңгіме әлі бітпейді. А вы знаете, еще справки нету. Справки нету. болса камераның бәрін көрсетті ғой. Сол жағдай болғаннан Уважаемый педагог. бала жаңағы ештемені бұл кісілер айтпаған. Біз келіп әкімшілікке апайға. Потому что вы его пригрозили. Жағдай болды деді. Осындай жағдай болды деп айтып едік, апай айтты. Үйіне барып ата-анасына ескертіңдер онда деді. Үйіне барып ата-анасына ескертейік деп барсақ, бала ничего ештеме бұл кісіге айтпаған. Бала ойнап жүр Рушаның ішінде. Баланы шақырып алдық та мына кісі сұрады. Бала. Шақырып алды да, сіз мен сөзімді түзетпей отырыңыз. Шақырып алды да сұрады. Апай сені естерді ма? Бүгін не жағдай болды деп еді. Ештеме болған жоқ деді бала. Соны сен қалай құладың деп еді, мен өзім құладым деп. Оның бәрі осы. Басын ұрды ма? Басын ұрған жоқ, бала шынымен құлады. Покажите это видео. Видео осы жерде бар.
бала бүйтіп Мен шыменен есеп жылады, мен беремін. тұрғызып алдым. Сенің басың ауырды ма, басың ұрды ма деп мамасы менің көзімше тәрбие Они заводшы бар, никогда не апайы бар, вызывают бәрі медсестру, барды. никогда не вызывают 103 и никогда не вызывают Сөйтіп 102. баладан сұрадық, сөйтіп еді мен ешқандай жерім ауырмады, мен өзім құладым деді. Гүлмира апай сені итерді ма деп апайдың көзінше де сұрады. Жоқ, итермеді, мен өзім құладым десе, ал бұл кісі содан бері Гүлмира итерді деп жатыр. Мен қалай итерем, өзім классымда 23 бала бар, мен бәрін итерсем, мен педагогпын, мен де анамын, мен баланы олай итеруге менің құқығымда итермеймін де. Сондай жағдай. Вы заметите, как они даже разговаривают насчет ребенка. То есть вот даже в словах, вот я некоторые слова понимаю, даже не понимаю, насколько подготовлена речь у педагога, насколько она приготовилась и насколько она ненавистна. Даже вот сейчас вот смотрит, уважаемый народ, посмотрите, Саня насколько Анатольевна. ненависти у педагогов к людям. Это в год детей. А если моего ребенка Саня убьют, что? Анатольевна, есть закон о статусе педагога. Вы знаете, пожалуйста, уважайте педагогов. Я И уважаю. работать с Но людьми. когда моего ребенка И так вашему делают. ребенку, вот это Гульмира Сералиева и Альяну. Я ее первый раз все- вижу тогда. Да. Они пришли, Қанатсыздығына. Өйткені ол өзі түсінбейді және өздері өзара орыс тілінде сөйлеседі. Одан кейін сыныпта отырған кезде жаңағы балалармен де қарым қатынасы өте қиын жаңағы баланың. Өйткені ол орыс тілде сөйлейді де, балалар орыс тілін түсінбейді. Ол қазақша түсінбейді, сонымен екі ортада балалар бір-бірімен келіспей қалады. Көбіне балалармен жаңағы досы жоқ, сыныпта досы жоқ сол себептен. Одан кейін бала сабақта отыра алмайды. Ол сабақта екені, мынау мектеп, мен мұғалім, мынау оқушылар деген сезім жоқ мүлдем. Тұрып кетеді сабақтың үстінде, біресе партаның астына шығып кетеді, біресе киімін шешеді, мүлдем бір отыра алмайды. Жанында балалар қыз отырғыздым, оған жаңа маза бермеді, біресе заттарын, жаңа құралдарын бәрін құртады. Ұлды отырғыздым, оны да құртты. Шыны керек, мына бүкіл үш қатар ғой, үш қатардың бәрін отырғызып шықтым ғой, бір ыңғайлы бір не болса деп. Барлық жағдайын жасадық баланың. Баланың жалғыз өзін жібере алмаймыз. Қолынан ұстап, жетектеп, дәретхана барсақ бірге, асхана барсақ бірге, бір минут қараусыз қалдырғызып алмайды. Өте мазасыз бала. Өте мазасыз. Әйтпесе сыныпта 20 бала бар, енді отыр десе отырады балалар, айтқанды ұғады. Мына бала енді ерекше мінезі жағынан